Так, ну что, учитывая, что дырок много, а меня мало, поэтому раз-два и готов. Сильно заморачиваться не буду. Хорошо, хоть солнце вышло, блин, а так бы с возрастным зрением были бы проблемы. Значит, здесь хватил, здесь перехватил, здесь перехватил. Да и ладно, большая дырка закрылась. Будем считать, закрылась. Будем считать, что здесь и все. Так, ну это была ерунда, конечно. Сейчас другую достаем. Но первый признак, что тут дырки есть, это свисающие. Да, вон и уже сразу видно, дырка тут есть. Свисающие веревки. Отдельно от сетки. Ну, сейчас мы тебя посмотрим. Ага. О, где свисает, там и дырка. Сейчас мы тебя заделаем. Так, одну дырень заделали. Идем дальше. Так, дырень средняя, но тоже заделаем. Но где ты там? Тут зрение надо. А с возрастом она почему-то не хочет улучшаться. Вот это дырень. По сути дела, мы большую дырень будем превращать в маленькую дырень. В свое время промысловик Дмитрий Степанович, знакомый, на вопрос, что это у него так много дырок в сетях, он сказал, в дырку рыба стремится попасть, может и рядом попадается, поэтому уловистость повышается. Мысль, конечно, интересная. У меня, конечно, подозрение, что лень ему чинить было. Придумал, но классно придумал. Самое главное, красиво придумать, а потом можно отлынивать от работы. Нудное, а с возрастом и проблематичное. Очень даже проблематичное. Поэтому, если я не успею все дырки заделать, будем придерживаться этой же мысли, что много дырок, много рыбы. Больше рыбы попадает. Ну, чики-брики будем считать. Не свисает, не свисает. Значит, сделали. Все. Будем считать, готово. Вроде нигде не болтается. Тут не болтается. На горизонте появился не ягодник, а супер ягодник. Упорный товарищ. Из чащобы леса выходит супер ягодник Валерий Батькович. На ягоды все силы оставил. Да. В последнем издыхании ползу. Ну ты это долго там. Я-то 2 литра собрал и сдох. Вон, сети стал делать. Ну ты много, наверное, собрал? Ну, как говорил, что 4 литра было, не знаю, пол-литра, может, еще собрал. Нифига. Вот это да. Надо посмотреть, а вдруг до 5 может дошло. Нифига. Ну, мои пару добавить как раз нормально будет. 7-литровое ведро. Во, первый сорт. Быстро почистил, блин, глазом не успел моргнуть. Да, моя ягода по сравнению с твоим как-то не авторитетно выглядит. Насчет неавторитетно, я не знаю, как ты умудрялся не спелые собирать, вон белых так много видно, белых, белобоких. А это я пошел на этот, как он там называется, брусничный мыс и кочки, и думаю, да, и сорвал, посмотрел, а там неспелые. В кочках гусеницы, и там они в листьях, их еще без палитра и не разглядеть было. А нагнулся, их там туча. Это на открытом месте она вон сейчас спелая. Ладно, пойду, а то у меня слюнки потекли на них. Пойду. Если еще не наелся, значит. Я там напал в одном месте голубика много-много. Угу. Я и голубики поел. Я черники, да.
брусники пожевал тоже. Так, ладно, а то стемнеет еще, мне еще надо еще доделать. Так, самое увлекательное и трудное попасть в ушко. Если долго мучиться, что-нибудь да получится. Ошибку сделал на фоне дерева. Вон, на фоне неба. Ну, где ты там? Ни хрена себе дурень. До 5 дошел, смотри. А, ты у тебя тоже с зарубками? Да, зарубки есть. 5 же черточка закрыта. Молодец. Ух ты, а как ты чисто собрал. Мама мия. Молодец. Ну все. Мне это не дано. Так собирать. Упорный товарищ. Но потом уже ноги отказывают, колени хрустеть начали. Да. Натурально. Ну да. Я 2 литра собрал, думаю, нафиг. Что уж сказать, там следовой лосей дофига. А самое интересное, тут медведи относительно недалеко, в нашу сторону, и по дороге того, кучку наложил небольшую. В общем, мы с тобой, где эта полянка была, я практически ее все обобрал. Ага. Единичные такая остались. А потом шел, да, места встречались там в багульнике. Хорошая, крупная ягода, да. Видно, но уже настроения нет собирать. Ну, ладно. Много вредно собирать. Здоровья не хватит, не будет. Осень она такая, не успел глазом моргнуть, кирдык, солнце еще села. Последнюю сетку оставил, не успел сделать. Эх. Так, ладно. Благо свет есть. А тут такая дырень. Мама мия. Не совсем то, конечно, со светом, но куда кричайно деваться? Тут проблема простой узел сделать, мать моя. Так. А где сетка? Как-то так. Коряги, бобры. Завязываем. Ну, нету супер дырки. Идем дальше. Фу! Ты куда, Одиссей? От жены, от детей. А тем более от сетки. Что-то на конце еще не так. Но бензопила не работает. Ягоды сколько могли собрали. Пилить мы ничего не можем, ветровал и все остальное. И дрова. Поэтому начинаем рыбацкие похождения. Сегодня у нас день рыбалки. Солнце помогает. Вышло сегодня. По нашей республике снег обещают. Не знаю. Ну, прохладно. И с утра пара сорта шел. Первый сорт. Ну ладно. Приступаем к выполнению плана. Так, до кучи у нас ремонт лодки. Надеюсь, я сквозь лес пролазить буду через деревья. Ну, там, где не пролезу, буду проползать. Тут не сколько деревьев, сколько кустарники мешать буду. Ой. Ой. Холодрыга была. Солнце светит, вроде ничего. Гуси полетели. Недаром это снег, сказали, будет. По-моему, я их успел снять. Это они тебя увидели и загагакали. Над тобой пролетели, да? Нет, не надо мной. А, в стороне чуть-чуть. Но близко, близко. В пределах 100 метров. Ну да, 100 метров будет. Что у меня доска упала, я и не заметил, блин. Я тебе около избушки говорю, сзади тебя буду идти, подбирать за тобой. Да. А я в руках сейчас потащу. Пока. Так, давай возьму. О!
Ну, не захотел, за спиной в руках пойдет. Цепляться не буду. Ну, по-новому засунули, надеюсь, так не упадет. По крайней мере, падать будет, я попой почувствую. Она прижимается редиска. По-моему, первый сорт. И вот насчет гусей. Гуси обычно у нас осенью сильно не садятся. Пролетают. Мы слишком к тундре близковато. Но сегодня утром передали, что в Воркуте дождь со снегом. То есть в тундре наверняка там и может и снег уже начал падать. Гуси и ломанулись, блин. Был бы молодой, типа хотя бы 50 лет, я бы сейчас на гусей пошел бы охотиться. А сейчас что-то засомневался. Здоровья хватит? Как думаешь? Я думаю, не хватит. Не хватит, блин. А если что там с тобой случится, я до тебя там никогда не доберусь. Да. То есть охота на гусей тихой сапой погасает. Часто стайка хорошо над деревьями летела. Да. Помечтали и ладно. Рыбой занимаемся. Не видно. Я его на бок поставлю. О, а жди, я думал, тут побольше жди будет. Пойдет. Ну, мама, я керу. Первый шаг. Процесс забил. Очень лучше прижал, да, по дуге нормально садится. О, 100%. Нормально. Так, ну что, сороковкой бахни. О, первый сорт вышла. Как раз на загиб. Тут, наверное, раз, два, штуки три, наверное, можно загнать. За гнезда забил мы. А может и протянул линию? Давай эти концы зацепим, эти 3 гвоздя. Так. Он уже точно держать будет. А жестянка, в принципе, спокойно пробивает. Вышка. Так, ну давай сверху сначала, наверное. Давай. Ну что? Так, ну-ка вот этот еще раз постукаем. Один гость, как думаешь, удержит? Удержится. Ну как считается? Отремонтировали? Пожалуй, хватит. Сойдет. Самое главное, тянуть можно было.